Шоклопан бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать на 42-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара. Автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, у нас с вами на сегодняшнем занятии следующий план. Мы с вами будем повторять правила чтения некоторых букв. Значит, как мы их будем повторять? С помощью повторения слов, в которых они часто встречаются. Слова несложные, короткие, чтобы нам с вами было легче, да? И заодно вспомним, как эти буквы произносятся. Итак, значит, правила чтения на абазинском языке ахарыф коргабхяща. По традиции давайте начнем с того, что вспомним, да, как правила чтения на абазинском языке. Ахарыфка рагабхяща. Теперь, значит, давайте обратим внимание на выделенные буквы и попробуем с вами вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных букв. Итак, начнем с буквы Х. Посмотрите на букву Х. Пишется как Х, палочка. Ваша задача на сегодняшнем занятии быть активными, принимать участие, писать в комментариях. Слова будут короткие и несложные, поэтому я вас призываю переписывать эти слова и писать их в комментариях. Нам всем будет интересно. Интереснее будет принимать участие в занятии в таком случае. Итак, букву Х мы с вами запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха, х, ха. Да? Значит, звук к мы с вами запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке к, крыша. Теперь посмотрите на слово рагабхяща. Мы видим звук г. Звук г пишется как г палочка. Запоминаем мы произношение этого слова с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Гапн. Очень хорошо. Спасибо, что пишете. Очень приятно это видеть. Все остальные тоже подключайтесь. В слове рагабхяща мы также видим звук х. Да, звук х. Мы его запоминаем с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хапш. Х. Хапш. Итак, правила чтения ахарыфка рагабхяща. Повторили, да, еще раз этот момент. Теперь приступим. Значит, смотрите, начнем мы с вами с букв дз, ц, ц. Да, вот они подчеркнутые, эти буквы. Значит, звук дз. Попробуйте как произнести, да, давайте отработаем, потренируемся. Звук дз. Потом ц, ну, обыкновенная буква ц, как в русском алфавите. И буква ц, попробуйте произнести ц. Да? Обратите внимание на то, как она пишется. Ц – это ц-палочка. Теперь давайте сейчас подряд просто попереписываем слова, которые вы видите на экране, и будем их произносить и таким образом стараться отработать правильное произношение этих звуков. Итак, дз – вода, дзырдза – либжа. Ну, мы все знаем, что такое дзырдза, да? Дзн – осень, дз – вода, дзырдза – либжа, дзн – осень. Давайте не будем спешить, спокойно переписывайте. Очень хорошо, если вы повторяете, читаете то, что вы видите на экране, и при этом пишите это в комментариях, потому что именно письмо, вот мелкая моторика письма, да, она очень связана с речью. Не просто так, ведь, да, когда дети маленькие,
и родители хотят, чтобы они поскорее начали разговаривать, они им дают всякие задания, связанные с мелкой моторикой. Потому что чем лучше у ребенка развит этот навык, тем лучше у него развита речь. Это касается и взрослых тоже. Так что давайте не будем лениться и будем переписывать в комментариях слова, которые вы видите на экране. Итак, дз – вода, дзрдза – либжа, дзн – осень. Звук дз. Еще раз обратите внимание, что пишется как дз. Запоминаем мы этот звук с помощью слова вода. Да? Итак, отработали, да? Двигаемся дальше. Еще несколько слов на звук дз. Дзахра – шить, дзшра – жажда, ладз – слеза. Дзахра – шить, дзшра – жажда, ладз – слеза. Ладз – слеза. Еще раз обратите внимание на то, что звук дз состоит из двух согласных дз, да? То есть две согласные дз образуют звук дз. Еще раз напомним себе, что звук дз мы с вами запоминаем с помощью слова вода, дз, да? Молодцы. Пишите все остальные тоже в комментариях, не ленитесь. Это очень важно для вашего прогресса. Итак, еще раз давайте. Теперь мы с вами будем считать, что переписали. Теперь давайте прочитаем эти слова. Дзахра – шить, дзшра – жажда, ладз – слеза. Дзахра – шить, дзшра – жажда, ладз – слеза. Молодцы. Теперь двигаемся дальше. Сейчас мы с вами, у нас, видите, есть одно слово на звук дз. Еще раз повторим, да, вспомним. И дальше у нас идут слова на звук ц. Но со звуком ц все просто, да, как в русском алфавите буква ц, обыкновенная. Но все равно повторим, потому что здесь, видите, еще и у нас есть возможность узнать какие-то новые слова. Рамдза – стул, цца – редиска, цра – зернышко. Рамдза – стул, цца – редиска, цра – зернышко. Кто сидит на странице организации Алашара, вы очень пассивные. Пишите тоже. Пишите, переписывайте то, что вы видите на экране. Давайте будем стараться, чтобы наши занятия были продуктивные. Пишите. Рамдза – стул, цца – редиска, цра – зернышко. Еще раз напомним себе, что звук дз мы запоминаем с помощью слова вода. Дз. Угу. Рамдза. Давайте теперь прочитаем, да? Рамдза – стул, цца – редиска, цра – зернышко. Дальше. Теперь давайте попробуем отработать звук ц. Да? Возможно, мы узнаем какие-то новые слова для себя. Ацла – дерево. Очень хорошо. Начали писать со страницы Алашара. Очень хорошо. Пишите, пишите. Очень приятно видеть, что вы работаете. Ацла – дерево. Айцба – младший. Цис – птица. Ацла – дерево. Айцба – младший. Цис – птица. Итак, здесь мы все видим звук ц. Мы его отрабатываем. Да? Напомним себе, что звук ц мы с вами запоминаем с помощью слова дерево, цла. Да? Итак, еще раз давайте прочитаем. Ацла – дерево, айцба – младший, цис – птица. Звук ц. Посмотрите, интересный звук. Давайте обратим на него внимание и попробуем запомнить, что звук ц пишется как ц-палочка. Очень хорошо. Следующая группа слов тоже на звук ц. Цара – острый, пца – усы, цлауатра – сад. Цара – острый, пца – усы, цлауатра – сад. Очень хорошо. Еще присоединяйтесь, начинаете писать в комментариях. Молодцы.
Пишите еще. Со страницы Алашара тоже старайтесь присоединиться и писать. Угу. Итак, цара острый, пца усы, слауатра сад. Еще раз напомним себе, что звук ц мы с вами запоминаем с помощью слова дерево. Цла. Угу. Прочитаем теперь еще. Теперь отработаем произношение. Цара острый, пца усы, слауатра сад. Цара острый, пца усы, слауатра сад. Итак, следующая группа слов тоже на звук ц. Цабрг правда, пынца нос, цепх в прошлом году. Цабрг правда, пынца нос, цепх в прошлом году. Цабрг правда, пынца нос, цепх в прошлом году. Молодцы! Напомним себе еще раз, что звук ц мы запоминаем с помощью слова дерево. Да? Дерево. Дерево на абазинском языке цла. Угу. Вспомнили. Обратили внимание на звук ц. Теперь давайте еще раз прочитаем. Цабрг правда, пынца нос, цепх в прошлом году. Следующая группа слов, да, здесь мы с вами отработаем произношение звуков г и г. Г и г. Значит, если вы умеете произносить звук г, то для того, чтобы произнести звук г, вам легче будет его произнести, если вы будете округлять губы, да? Г, г. Давайте прочитаем теперь эти слова. Агапн – весна. Вага – люди. Амга – обувь. Агапн – весна. Вага – люди. Амга – обувь. Значит, звук «г» мы с вами запоминаем с помощью слова «весна». Гапн. Угу. Агапн – весна. Вага – люди. Амга – обувь. Обратим внимание, что звук «г» мы пишем как «г-палочка». Г-палочка. Следующие два слова на звук «г». Гамта – время, гапсара – усталость. Гамта – время, гапсара – усталость. Гамта – время, гапсара – усталость. Звук «г» мы с вами запоминаем с помощью слова «весна». Весна на абазинском языке «гапн». «Г» – «гапн». Гамта – время, гапсара – усталость. Угу. Гамта – время, гапсара – усталость. Молодцы. Теперь несколько слов на звук «г». Давайте прочитаем. Вега – зеркало, вера – рукопись, вба – два. Теперь давайте перепишем эти слова. Переписываем. Вега – зеркало, вера – рукопись, вба – два. Звук «г» не самый простой. Обратим на него внимание. Постараемся запомнить, что звук «г» мы с вами запоминаем с помощью слова «гнездо» – «гора». Давайте еще обратим внимание на то, как пишется звук «г». Да? Он состоит из букв «г», палочка, «в». «Г», палочка, «в» образует звук «г». Давайте теперь еще раз прочитаем слова на слайде. «Вега» – зеркало, «вера» – рукопись, «вба» – два. Вега – зеркало, вера – рукопись, вба – два. Угу. Очень хорошо, молодцы. Теперь еще несколько слов на звук «в». Жара – нора или гнездо. Вна – очаг, дом. Ваша – вторник.
Теперь давайте перепишем эти слова. Жара, нора или гнездо. Вна, очаг или дом. Жаша, вторник. Еще раз давайте обратим внимание на звук Ж. Посмотрите, как он пишется. Г, палочка, В. Г, палочка, В. Образует звук Ж. Произношение звука Ж мы с вами запоминаем с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке – жара, жара. То есть, когда нам с вами нужно в каком-то слове написать звук Ж, мы с вами теперь не будем путаться. Нам с вами будет очень легко вспомнить, что звук Ж пишется как Г палочка В и произносится как в слове гнездо. Жара, Ж, жара. Да? Разобрались со всем этим. Теперь давайте прочитаем еще раз слова на экране. Жара, нора или гнездо. Жна, очаг или дом. Жаша, вторник. Жара, жна, жаша. Молодцы. Очень хорошо. Еще немного слов на звук Ж. Жащара, ошибаться. Чвеча, одежда. Жема, чужой. Жащара, ошибаться. Чвеча, одежда. Жема, чужой. Угу. Итак, еще раз давайте обратим внимание на звук Ж. Еще раз повторим то, что мы видим, да, как пишется звук Ж. Г, палочка, В. Г, палочка, В. Это звук Ж. Давайте запомним. Еще раз напомним себе, что запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке – жара, жара. Вспомнили произношение этого звука. Теперь давайте с вами еще раз прочитаем слова на слайде. Жащара, ошибаться. Чвеча, одежда. Жема, чужой. Жащара, ошибаться. Чвеча, одежда. Жема, чужой. Следующая группа слов. Мжа, дорога. Лжа, дым. Вильза, друг. Мжа, дорога. Лжа, дым. Вильза, друг. Напомним себе, что звук Ж мы запоминаем с помощью слова гнездо. Ж, жара. Ж, жара. Да? Теперь давайте прочитаем слова на слайде. И еще раз постараемся их прочитать, правильно произнести выделенную букву Ж и запомнить то, как она пишется и как она произносится. Мжа, дорога. Лжа, дым. Виза, друг. Мжа, дорога. Лжа, дым. Виза, друг. Молодцы. Теперь последние два звука, которые мы повторим на сегодняшнем занятии. Это звук Х и звук Х. Х, Х. Посмотрите, звук Х пишется как Х-палочка. Х-палочка. Звук Х произносится как Х, пишется как Х-палочка В. Значит, звук Х, когда мы его произносим, у нас губы немножко растягиваются, да, как при улыбке. А звук Х, он образуется в том же месте, произносится очень похожим образом, только когда мы его произносим, у нас округляются губы. То есть Х растягиваются губы, как при улыбке, Х округляются. Теперь давайте прочитаем слова, попробуем отработать произношение звука Х на этом слайде. Ахба – старший, хан – наша мать, ха – груша. Ахба – старший, хан – мама, да, так обращение, либо буквально наша мать. Ха, груша. Теперь давайте напомним себе, что звук Х мы с вами запоминаем с помощью слова груша. Ха, да. Вот мы с вами из урока в урок работаем над
такой ассоциации, что звук «х» мы с вами запоминаем с помощью слова «груша». Зачем нам это с вами нужно? Чтобы когда нам с вами нужно записать какое-то слово, в котором есть звук «х», нам с вами стало очень легко вспомнить, как именно пишется этот звук. Мы вспомним слово «груша», нам станет понятно, как произносится этот звук, и за счет того, что мы с вами выработали эту ассоциацию между словом и картинкой, нам с вами сразу вспомнится это слово, то, как пишется слово «ха», «х», палочка «а», и мы легко сразу вспомним, как пишется звук «х». Вот для чего нам нужна эта ассоциация между словом и картинкой. Итак, давайте еще раз прочитаем слова на слайде. Ахба – старший, хан – наша мать, ха – груша. Следующая группа слов на звук «х». Хамам – баня, сахат – часы, лмха – ухо. Хамам – баня, сахат – часы, лмха – ухо. Напомним себе еще раз, что звук «х» мы с вами запоминаем с помощью слова «груша». Ха. Груша – это ха на абазинском языке. Теперь давайте еще раз прочитаем слова на слайде и постараемся отработать произношение звука «х». Хамам – баня, сахат – часы, лмха – ухо. Хамам – баня, сахат – часы, лмха – ухо. Итак, следующий слайд. Теперь мы с вами переходим к последнему звуку на этом занятии, да, к последнему звуку, который мы хотим повторить. Это звук «х». Посмотрите, как он пишется, интересно, да? «Х», палочка, «в». «Х», палочка, «в». Это звук «х». Звук «х» мы с вами запоминаем с помощью слова «трава». «Хра», «хра». Итак, давайте теперь запишем эти слова. Записывайте в комментариях, давайте будем плодотворно трудиться на занятии. Хра – трава, хаспа – нож, хна – мышь. Хра – трава, хаспа – нож, хна – мышь. Хра – трава, хаспа – нож, хна – мышь. Очень хорошо, молодцы. Хра – трава, хаспа – нож, хна – мышь. Следующая группа слов. Хахра – поздравлять, хара – говорить, хес – женщина. Хахра – поздравлять, хара – говорить, хес – женщина. Давайте напомним себе, что мы запоминаем запоминаем букву «х» с помощью слова «трава». Трава на абазинском языке «хра». Да? Теперь слово «поздравлять» на абазинском языке «хахра». «Хахра». Слово «говорить» на абазинском языке «хара». Женщина «хс». Угу. Очень хорошо, молодцы. Давайте теперь еще раз прочитаем эти слова. Хахра – поздравлять, хара – говорить, хс – женщина. Молодцы. Еще одна группа, еще пара слов на звук х. Еще есть возможность у нас с вами отработать звук г. Дахра – удача, успех, гахра – танцевать. Дахра – удача, успех, гахра – танцевать. Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «трава». Хра. Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «весна». Гапн. Г. Гапн. Очень хорошо. Еще раз давайте прочитаем эту пару слов. Дахра. Удача, успех. Гахра. Танцевать.
Очень хорошо, молодцы, отлично поработали на сегодняшнем занятии. Я считаю, очень плодотворно потрудились. На этом наше занятие с вами подходит к завершению. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие занятия будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки абазов» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах.